Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто ее говорит. Прывітанне, вы глядзіце канал Свабода Прэміум, з вами Дмітрый Гурневіч у Празе, а на сувязі з Украіны са мной Віталь Портніка, украінскі журналіст, публіцыст, пісьменнік. Прывітанне, Віталь. Здравствуйте. Потому что если во время других протестов не было такой массовости, но зато были очевидные политические лидеры, у которых была альтернативная повестка дня. Вот политические лидеры, которые не хотели встречаться с Владимиром Путиным, которые говорили о европейской демократической Беларуси. И у граждан, которые их поддерживали, была тоже, скажем так, своя позитивная повестка дня. То есть сейчас мы видим, что на первом плане не политические лидеры, потому что даже Светлана Тихановская, которая считается протестующим избранным президентом Беларуси, она хочет стать главой государства просто чтобы провести следующие выборы. Вот мы понимаем, что в случае с Миленкевичем или Никляевым так бы не было. Они бы не хотели бы проводить следующие выборы, они бы хотели далее руководить страной. Но такія людзі ёсць. Праблема ў тым, што яны зараз все знаходзяцца ў турме. Я маю на ўвазе і там Віктара Бабарыку, Сергея Тихановскага, іх десятки. У Беларуси 70 политвязней. Виктор Бабарыка и Сергей Тихановский появились в предвыборной кампании только в результате зачистки политического поля. Эти люди как раз яркий пример зачистки политического поля до Лукашенко. Чем Виктор Тихановский или чем Бабарыка или Тихановский отличается от Светланы Тихановской? Да ничем. Они никогда не занимались активной политической деятельностью. Они не создавали политических партий. У них нет политических программ. Они не говорят о Беларуси так, как мы говорили об Украине участники Майдана 2013-2014 годов, как о европейской демократической стране, главная цель которой – это выйти от зависимости от Российской Федерации и стать частью цивилизованного мира. Я вам проще скажу, что уже не было никаких особых таких вот разночтений в нашей беседе. Беларусь не независимое государство. Этим она отличается от Украины и в значительной степени, кстати, даже от Киргизии отличается. Беларусь – это доминион. Доминион России. В доминионе могут быть политики, которые выступают за независимость, и могут быть люди, которые являются частью политической системы доминиона. Просто хотят, чтобы в этом доминионе было больше демократии, можно было лучше жить и так далее. Не догадываясь, что вся проблема этой плохой жизни и вообще всего, что происходит, и самой диктатуры, это в том, что это не независимое государство и доминион. Я вот настаиваю на том, что все эти люди, кого вы перечислили, Бабарыка, Тихановская, это представители доминиона. А Беларуси должны руководить политики, которые хотели бы сделать ее независимым государством. Потому что без этого существование Беларуси и белорусского народа под большим сомнением. Это все, что я хотел сказать на этот счет. И я очень простую вещь вам скажу, что в ситуации, которая сейчас сложилась, это не вина Бабарыка, не вина Тихановского, не вина Тихановской. Это, чтобы вы поняли, что я их не обвиняю. Это потому, что Александр Лукашенко методически зачищал политическое поле страны от всех людей, которые хотели бы, чтобы Белоруссия была независимым государством. Он в этом смысле контрагент вот этого хана или царя в Москве. И все. Поэтому вот когда я говорю что-то не очень положительное о лидерах белорусского протеста, сейчас так называемых, сразу считают, что это я их в чем-то обвиняю. Я их ни в чем не обвиняю. Они плоть от плоти того независимого государства, в котором они проживали. Они просто этого не понимают. Точно так же, как люди, которые не дышали чистым воздухом, не знают, что он бывает. Но ведь были же другие люди, еще раз вам напоминаю. Санников, так яны никуда не делись. Миленкевич, кто угодно. Я могу называть люди, которые сейчас сидят в тюрьмах за свои убеждения. В конце концов, Поздняк, которого многие считают сумасшедшим в белорусской политической элите, но который является психополитически более нормальным, чем все нынешние участники белорусских протестов вместе взятые, имею в виду политические лидеры. Люди, которых вы называете Бабарыка, Тихановская, ну, прынамсі сама Тихановская, і є мэта правесці выборы, а ўжо ў выбарах самі беларусы могуць адказаць на пытанне, каго яны хочуць бачыць кіраўніком сваёй дзяржавы, прэзідэнтам, і ў гэтых выбарах могуць удзельнічаць і Пазняк, і Саннікаў, якіх вы узгадалі, там, і Миленкевич. Гаворка пра вырашэнне пытання па меры іх узрастання. Вось галоўнае пытанне зараз гэта Александр Лукашенко, які з'яўляецца дыктатарам, як многія сцвярджаюць, а вы хочаце, ну, вы прапануеце вырашаць праблему адразу і залежнасці ментальнай і эканамічнай, палітычнай ад России. Ці гэта магчыма ўсё адначасова зрабіць просто? Нет, конечно, просто невозможно решить одно. Не решив этого, не бывает свободных выборов в зависимом государстве. Вот и все. Ну, у Украине это все очень просто. Что?
в Украине не отбылись. Выборы в Украине отбывались, А Украина никогда не была зависимым государством. Простите, Украина российская никогда... база на Крыме, у вас отбывались свободные выборы. А Украина никогда не была зависимым государством, она была независимым государством. Причем вы путаете Украину с Беларусью. У нас с 1991 года строятся независимые институции государства. Они могут быть плохие, они могут быть странные, но они независимые от Кремля. Еще раз вам говорю, Украина это независимое государство, Беларусь это по сути полуколония России. Вот что такое доминион? Это доминион реальным главой государства, которого является руководитель другого государства. Ваш президент никакой не Александр Лукашенко. Оставьте эту иллюзию. Ваш президент Владимир Владимирович Путин. Он в Кремле. Ну, и когда госпожа Тихановская говорит, что она хочет встретиться с Путиным и узнать, почему он поддерживает Лукашенко, не надо встречаться с Путиным, госпожа Тихановская. Я вам дам ответ, почему он поддерживает Лукашенко. Он его назначил. Милая женщина, наивная женщина, он назначил Лукашенко, он его не поддерживает. Захочет, снимет и назначит вас. И вы будете выполнять все его распоряжения, если сможете. А если не сможете, он вас выгонит и назначит другого Лукашенко. Что тут непонятного? Не отстоите свою независимость, вам всегда будет Путин назначать президентом. Это так просто, что я даже не понимаю, почему нужно это объяснять. Что вы хотите в таком государстве изменить с помощью, скажем так, честных выборов? Как вообще-то могут в этом государстве пройти честные выборы? И я вам больше того скажу. Если даже предположить, что вы убеждаете кого-то в возможности этих честных выборов, вы никогда в этом не убедите Москву. Знаете почему? Вот в тот день, когда кто-либо объявит, что в Беларуси начнутся честные выборы, действительно, как вы правильно говорите, все эти люди, о ком мы говорили, национал-демократы, там Поздняк, Санников, Миленкевич, Никляев, они действительно смогут участвовать в политической жизни. Действительно, по белорусскому телевидению начнут не рассказывать о том, как важно экономическое сотрудничество с Россией, а о том, как важно избавиться от этого сотрудничества, выйти из АДКБ, выйти из Евразийского союза, показывать цифры, что такое сотрудничество с Европейским союзом, что такое сотрудничество с Москвой. Все это может рухнуть за несколько месяцев. Возникает следующий вопрос. А Москва это допустит? Нечего ходить в президентской резиденции. Нет там никого. Нечего ходить в правительство Беларуси. Ваше место у посольства России в Минске. Это настоящая власть. Все Вітак, то, что вы... Праблема ў тым, што беларусы не хочуць зараз мець дачынення нейкім збройным канфліктам з Расіяй, таму што якраз такі прыклад Украіны, дзе да гэтай пары ідзе вайна і страчаная частка тэрыторый, вельмі палохае. Если свергнут Александра Лукашенко, жизнь в Беларуси станет хуже, не лучше. Сначала. Это совершенно естественный вариант, потому что у вас ублюдочная советская экономика, существующая на российские деньги. Большая часть участников протеста, которые сейчас выходят на улицы, потеряет работу. Придется всему переучиваться, потому что вы в Беларуси в своем развитии отстали не только от Украины, но и от России лет на 30. Вам придется все то, что мы прошли за 30 лет, ускоренным темпом проходить. Закроются все эти предприятия, которые никому не нужны, которые просто существуют на российские деньги. Большие постсоветские заводы. Огромное количество людей уедет на заработки в Европу. Все это так будет. С каждым новым президентом ваша жизнь будет хуже, да. Я вам больше того скажу. Если вы свергнете Лукашенко, на вашу территорию войдут российские войска, и какая-то часть вашей территории будет оккупирована. Я поэтому говорю, вы готовы к этому? Если вы к этому не готовы, если вы не понимаете последствий национально-освободительного движения и того, как рыночная экономика в постсоветских условиях начинает работать, если вы не хотите весь этот путь пройти, он неприятный, потому что по пути к нормальной жизни вам придется пройти через это выжженное поле, то оставайтесь дома и не морочьте голову. Александр Лукашенко для вас лучший вариант. Если вы всего этого пугаетесь, то чего вы выступаете против Лукашенко? Он вам дал все то, что вас не страшит. Сидите дома и ждите, пока Кремль не решит назначить вам нового наместника. Это был Виталий Портников, известный украинский журналист и политолог. И, пожалуй, это единственная достойная аналитика, которая существовала в демократических СМИ, скажем, в пространстве белорусских демократических СМИ за последние 9 месяцев. Вообще в течение всех текущих событий протестов. Но данное видео было удалено. Причина наверняка найдена какая-то уважительная, однако видео нет. На этом месте сейчас мы видим вот это. С лета 2020 года в Беларуси нет независимых СМИ.
Я не хочу никого огульно обвинять. Я предполагаю, что, вероятно, даже сейчас создаются, есть какие-то СМИ, о которых я не знаю, и есть небольшие ресурсы, вполне приличные. Я говорю сейчас о крупных ресурсах, которые делают повестку дня. О тех традиционных оппозиционных изданиях, которым мы привыкли доверять. Откуда мы брали информацию все эти годы и которые волей судьбы получили в последние 9 месяцев ту аудиторию, о которой даже и не мечтали. Но все эти 9 месяцев они были и есть рупором протеста новой оппозиции. Я не хочу никого обвинять, строить какие-то штампы. Мы все-таки не лукашисты, не путинисты, и уж точно не приверженцы новой оппозиции. Но в своей пропагандистской манере, причем такой рьяной пропагандистской манере, я думаю, что демократические СМИ могут дать фору сегодня и лукашенковским, и путинским СМИ, которые, кстати, мы знаем, построены по основным принципам геббельсовской пропаганды. Я не знаю, делается ли это специально, делается ли это по наитию, случайно ли это происходит, но мы имеем то, что имеем. Я попытаюсь это доказать. Я не буду сейчас грузить какими-то выкладками, анализами, которые я сделала. Я могу это представить, там, кто указывается, как указывается. Но давайте возьмем простую логику. Из чего строится обычная демократическая СМИ в Республике Беларусь последние 9 месяцев? Это большой перечень жертвенности, посадки, избиения, иммиграция, беды, штрафы и так далее, суды. В общем, все то, что происходит действительно в Республике Беларусь, все те последствия репрессивной лукашенковской машины. Все мы это видим. Происходит там 70% идет нагнетание этой обстановки, то есть рассказ. Что дальше? Дальше новости о самом Лукашенко. Ну, это естественно. Что он сделал, что он сказал, новости о силовых структурах. Упоминается старая позиция, ничего здесь не хочу сказать, но упоминается как? Во-первых, не часто. Во-вторых, не проводится никакая аналитика позиций старых оппозиционных лидеров с новыми. Старая оппозиция упоминается по случаю. То есть происходит суд, упомянулось, посадили, упомянулось. Посадили кого-то из членов, скажем, группы какой-то, упомянулось. Никаких статей, платформ, которые были, ничего подобного нет. Дальше основное время отводится облизыванию лидеров новой оппозиции. Главное у нас божество тотемное – это Светлана Тихановская. Мы знаем все о ее ногтях, о ее костюмах, что она сказала там, что ей сказали здесь. Преподносится любое действие, любые переговоры, телефонный разговор, как некое событие, которое уже практически привело к победе. Соответственно, возникает некий такой культ личности Светланы Тихановской, которую ни в коем случае нельзя обижать. Плюс, естественно, облизываются другие деятели штабов и им сочувствующие какие-либо общественные деятели. Вот вы представляете себе, вот, кстати, по поводу Светланы Тихановской, буквально недавно журнал The Village опубликовал абсолютно отвратительную в своем, на мой взгляд, абсолютно отвратительную в своей лесте заметку о том, что бесконечно можно смотреть на то, как горит вода, горит огонь, течет вода, и как Светлана Тихановская на своих каблуках идет там по лестнице в Копенгагене. Ладно, это сделал журнал The Village, но когда это перепечатывает несколько изданий, у меня вот, посмотрите, скриншоты Белсат и издание «Новый час», что мы, собственно, какую информацию отсюда получаем? Кроме того, что Светлана Тихановская божественна, и Светлана Тихановская такая же неприходящая ценность, как огонь, вода, земля и все остальное.
Вот вы себе представляете хотя бы одно демократическое СМИ, вот происходят какие-то демократические изменения. Я пытаюсь представить какую-либо страну, европейскую, либо Украину, чтобы за 9 месяцев существования оппозиционных лидеров, за 9 месяцев нарушенных обещаний, откровенно пророссийской риторики, не задавались вообще никакие вопросы. Не было никакой критической аналитики. Она как бы есть теоретически. Я просмотрела, какие аналитики были за последние 1,5 месяца, например, на Радио Свободы. Я скажу вам, кто это был. Вы можете зайти и сами посмотреть. Это Геннадий Гудков, это Балкунец, это Соловей, это Максим Кац, Милов и еще парочку аналитиков российского же происхождения, которых я не знаю. Одним словом, российские либералы-имперцы. То есть мало того, что у нас абсолютно не обсуждается пророссийская риторика и ошибки лидеров штабов, нас усиленно тянут в российское инфопространство. Более того, данные аналитики, естественно, точно так же облизывают новую позицию, говорят об ее уникальности, об уникальном пути и так далее и тому подобное. И очень часто, кстати, в риторике в последнее время я слышу такое снижение напряженности по поводу возможной аннексии и оккупирования Беларуси Россией. Очень часто данные лидеры говорят о том, что, собственно, по большому-то счету Беларусь России-то и не нужна. Если же вдруг что-то появляется в информационном пространстве, не соответствующее вот тому пиару бесконечному, бессовестному и абсолютно пошлому с точки зрения эстетики и стилистики, то на это набрасываются такие собаки и кидается такое говно, все так же, опять же, согласно постулатам геббельсовской пропаганды. Овладение массами – единственная цель пропаганды. Для достижения этой цели хороши любые средства. Чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее верят и тем быстрее она распространяется. Дезинформация, откровенная ложь. И по принципу интеллектуализм – враг пропаганды, просто какое-то абсолютно тупое, примитивное изречение, просто оскорбление. То есть, по большому счету, то, как ведут себя на сегодняшний день СМИ, я имею в виду избиение, все, что происходит с белорусами, с этой точки зрения констатация, она, безусловно, моральнее того, что происходит в государственных СМИ Республики Беларусь. Но с точки зрения пропаганды лидеров и отсутствия хоть какой-то, еще раз подчеркиваю, хоть какой-то критики, хоть какого-то анализа их ошибок, того, что с ними происходит, их образа жизни, того, о чем они думают, куда они ведут, ставят они геополитические вопросы или нет. Так вот, с этой точки зрения, на сегодняшний день данные СМИ ничем не отличаются ни от лукашенковских, ни от путинских. Мы хотим так дисциплинировать немецкую журналистику, чтобы в решающий момент нам не надо было приказывать, чтобы немецкий журналист обрел свой собственный, в нем зародившийся инстинкт задачам перед ним стоящим, сказал Геббельс. Это вершина пропаганды, когда темники будут уже не нужны. Их заменит, говоря геббельсовским языком, зародившийся инстинкт задачам. Журналистика убеждений заменила журналистику фактов. Денис Ивашин, журналист «Информнапалм». С 12 марта 2021 находится в следственном изоляторе. Што ж такога прымальнага ці непрымальнага скіраваў Крэмль уладам Беларусі, пагаворым з журналістам, рэдактарам беларускай службы «Інформнапалму» Дзянісам Івашным, які знаходзіцца з намі на сувязі з Кіеву. Дзяніс, добрый вечар. Добрый вечер. На ваш погляд, вось Расія па-ранейшаму бударажыць сваёй інтэграцыяй Менск, раней казалі пра агульны суд, валюту, парламент. Якія зараз прапановы скіраваў Мядзведзеў беларускаму боку, на ваш погляд? Тут абсолютно выразно он подкреслил практично уже подрыхтованную дорожную карту для Беларуси. Так, практично ведется про инкорпорацию у склад так званого союзного государства.
то бок вядзецца пра абсалютна ліквідацыю суверэнітэту, незалежнасці Беларусі, і гэта мы ўжо бачым абсалютна акрэслена ўжо, скажем, высокапасадоўцамі непасрэдна Расійскай Федэрацыі. І самае цікавае, што вядзецца таксама пра ўзмацненне, скажем, прадстаўнікамі і спецслужбаў Расійскай Федэрацыі, расійскай амбасады ў Беларусі. То бок мы ўжо бачым і механізм рэалізацыі гэтай інкарпорацыі ў склад саюзнай дзяржавы. І самае, што насцярожвае, самае галоўнае, што, в прынцыпе, яшчэ да увядзення Бабіча, як лічу, ключавой фігуры дзеля гэтага, таксама пачынаючы з 2016-17 году ўжо былі ўведзеныя таксама шэраг прадстаўнікоў колішніх кадровых афіцераў галоўнага ўправлення Генштабу Расійскай Федэрацыі, колішняя ГРУ, і таксама прадстаўнікоў ФСБ. Папярэдне ён быў акурат ва Ўкраіне, і, што самае характэрна, кураваў пытанні менавіта вайсково-марскія. Был вайсково-марскім аташэ ва Ўкраіне. І самае характэрнае, што украінская спецслужба СБУ, скажем, цалкам ягоную дзейнасць спынілі агентурную, то бок вялося менавіта па падрыхтоўку гібрыдных дзеянняў супроць украінскай дзяржавы, па падрыхтоўцы так званай крымскай вясны. І СБУ ўжо ў 2014 годзе ягоную дзейнасць спынілі і выслалі з тэрыторыі Украіны. І што вы думаеце? І самае цікавае характэрна, што ён ужо адразу заняў, в прынцыпе, пасаду ў Беларусі. Скончыў вайсково-дыпламатычную акадэмію, гэта на жаргоне расійскіх вайскоўцаў знакаміты акварыум. І таксама ён спецыялізуецца на правядзенні гібридных аперацыяў і інфармацыйных акцыяў. Папярэдняя яго надзейнасць звязаная з Францыяй, дзе ён працаваў у 2015-2017 годах, і ягоная задача была дыскрэдытацыя кандыдата на прэзідэнта Эммануэля Макрона. І ён з гэтай, в прынцыпе, задачай досыць так эфектыўна спраўляўся, разам з тым таксама і ўзмацняў рэйтынг Марин Ле Пен, абсалютна выразна прарасійскай кандыдаткі на пасаду прэзідэнта Францыі. Французскія журналісты таксама выкрылі ягоную падрыўную дзейнасць, і ён быў высланы на пачатку 2017 года з Францыі. І як вы думаеце, дзе ён апынуўся? Паноўна ў Беларусі. І мы бачым, таксама ёсць іншыя, скажем, кадровыя дзеячы гэтага расійскага авангарда, які зараз будзе прасоўваць просто семімільнымі крокамі задачу інкарпорацыі Беларусі. Той же, напрыклад, Андрэй Клінцевіч, сын Франца Клінцевіча, таксама пэўным чынам ён спецыяліст па гібридных аперацыях, мае ганаровую грамоту ад Пуціна щодо крымскай кампаніі. І мы бачым ужо сфармаваны бастыён на тэрыторыі Беларусі. Мы таксама разумеем, напрыклад, іншыя ёсць постаці, які будуць кураваць таксама стварэнне вельмі актыўна вайсково-патрыятычных арганізацый, парамілітарных, прарасійскіх на тэрыторыі Беларусі. Таксама будуць ствараць і прарасійскія палітычныя арганізацыі. Скажыце, чаму ўсё ж такі тады Лукашенко адмоўчваецца, ці Мінск асэнсоўвае рэальную пагрозу Бабіча і ягонай каманды? На жаль, разумееце, рэжым Лукашенко з'яўляецца закладніком палітыкі правядзення на працягу апошняга чвэрцістагоддзя, правядзення такіх любоўных стасункаў з Расійскай Федэрацыяй дзеля выбівання энерганосьбітаў, танных энерганосьбітаў з Расійскай Федэрацыі, пры якой застаецца цалкам нерэфармаваная эканоміка. І вядома ж, ён зараз спрабуе па калідору мажлівасцяў, які ўвесь час звужаецца, прайсці, але ў яго не атрымаецца. То бок не атрымаецца усядзець адразу на двух стулах. І цалкам ён вымушаны проста максімальна адтэрміноўваць зараз здачу суверэнітэта і незалежнасці Беларусі, але мы ж выдатна разумеем, да чаго ідзе. То бок імперская палітыка Расіі працягваецца. І, на жаль, Беларусь зараз стаіць такім ключавым аб'ектам гэтай палітыкі. І пра гэта зараз вядзецца. І мы бачым, што гэтыя людзі зараз нават не хаваюцца. І то, што афіцыйныя асобы, таксама дыпламатычны корпус беларускі, ўжо пачынае адкрыта казаць пра іхную ролю,
гэта таксама мусіць насцярожваць усіх і перадусім грамадзянскую супольнасць Беларусі. Ну, таксама пэўным чынам звязаны са спецслужбамі Расійскай Федэрацыі, то бок цалкам, скажем так, у абойме знаходзяцца тых ключавых рашэнняў, так, і таксама ж это ж не забываем чалавек Бабіча, так, то бок Бабіч таксама зараз узмацняе сваю каманду, это уже 7 чалавек практычна ён перацягнуў свайго Прывожскай федэральнай акругі, якую адчольваў да займання пасады бягучай у Беларусі. Ось, то бок гэта таксама пэўным чынам такі сілавы блок, так, сілавы блок, які будзе здзяйсняць абсалютна выразную неімперскую палітыку Беларусі. Гэта, я ж кажу яшчэ раз, зазначу такі ўжо механізм здзяйснення гэтай спецаперацыі шчодо паглынання Беларусі Расіяй. Ён ужо створаны і ўжо на нашай зямлі. Ну, абы што галоўна, каб не ўзяцца за зброю, не бараніць Беларусь. С вами был канал Миновито Онлайн. Я вас очень прошу, делитесь этим видео. Я прошу вас нам помогать. Ребята, мы стараемся, мы делаем работу. Мы очень стараемся вырасти и стать, возможно, ну, у нас большие достаточно амбиции, стать независимым YouTube-телевизионным неким белорусским пространством. Поэтому мы надеемся на вашу помощь, помогайте нам. Можно продонатить. Ссылка на то, как можно продонатить, в описании под данным видео. Там все достаточно легко. Можно стать нашим патроном и помогать нам ежемесячно. Ставьте лайки. Живе Беларусь, слава Украине. Справимся. Пока.